Жабы оқсуға сабыттақтарына үс сылы бұға ұқсус бұттарын кәннеттен арсалан бақсыйла, тоқ бар-бардың білер ата тиен кәлін жағайы саманлық киен саңар бұта біде. Кейлі кәпсәбет жонның той бұт, олын туғата манныға біде. Арсалана бақсыйла, хүннеран, тойоннатыр тойоны митчикайкан итчикам. Әйеха әтір кәпсір тұллыры бұнікки кәрі чухары құлғақынан істеңін сәргәғәләні хитән. Бұ Каратка күнді йону қағындағыны өлерерің білейбәт. Кini өлер өліте қаннатын мен білім. Отут муара улаға тигара бихир ойдамарига тимертихилик жахик ихигер оңға суғыллы-бұт. Оны кini әдия, ил күрутын илитіттен арар баққа илжасылдар әбәтін. Оланы ағылықпына онынан кинini ұтар, отчоға кинис, сонна туты өліғам. Хүннерін, арсалан бақсыйлы ден ата ұллан баран, Тоқтағаны сүдді қырақ аянны көте тұр бұта бітігім. Ол кәмге жабы қырытқа күната тиен көлім баран әме саманлық тен соңылақ болбыт, тайынғыр әме кәпсәннәқ болбыт. Дыңжа, нинжа, тойонна сұрты ғайоным неттілі тәріттігайым. Ити әхін арсалан бақсиланы, өлеріргін бұғатын бейілбәтім, онтан әмейін кені өлір өліте қаннатын бейілігін бейілігім дебет. Де онна әмей жабу тоқтағына атын сердекі аянны тұрдағам. Жабу икка аттар барақсаттар туықтаны күйінлері түнлері түхәнлер аяннан самалан тейбесіддерге тейбеттер онтан бұллан арсалан бақсыйла чағайы саманы кірдік тағаны жабу отыт муыры улағатығар тейен кәлбет бір ойдамарыға арай көрбіті туықтағаны соғыта күндік үс күндік сенттен жәнден тұрар ұраға бары біт ол ұраға ехігер бір жақтар үрі ұллы жәтімір жағығы көтан тахар бұтан ұға кене ол арыға жәтула сүйір бүтігер бұ ары тедірестен кейрен бар бұт арай ұрағата суылуық бол бұт онуға бұ жақтар бұ ұрағатын жа өйірі жағығын мүтчуутан кебіс біт онна жа ұрағатын суыллаттары мары оланы тұтағырыттағына Бұ чағайы саман тиен кәлін ол жағығы қампы тәппет, онна бір онығығы сұбыян тағаран аяғар туары уабан баран төттірі де көте тұрбыт. Кені дие тәккеге олын туатын арай, иджі кәлін ехін көрбіті. Бұ абағытын ата әме, кені кехетін өлөр өлүйетін темірер бей оңыран диетін аттығыр кістәбетін бұлан ағалан ихәребет онуға ұзара оян тейдесіңа аққа тәпті онуға бұ әрбей бұлланы өрі көппітін ұлан аяғар түхәрін ұйынстан кебісті бейті оғы бұлланы да ол кемеға ағалан уынан берді, тайынығыр уынан берді. Оланы көрім барым бей кехебет тоқтығыны сонна тұта да оқсатын сол бұтардан ұлла онна бұ онығы оннуран баран да бұ маны ұтан нергетті. Онуға болағына да бұ тоқтығыны сүддәқ түргеннік қуатан ехер да авағыта өлін түсті онтан бұ оғы болағына дөксі әбей ахыры көтін бұ кене атын күтті маңяқ бағын туратан көвісті ол күрді кеккен да өлін түстілер сұрақтың сүттілер ол күрдік тыыннара бұғынна собулға әттәрі тоңна. Народный певец Алан Хасуд Немгакалан Валентин Гаврилович Исаков исполнил отрывок «Песню двух коней»
из эвенкийского героического сказания «Властелин гор Даладай» на якутском языке. Этот героический эпос конных эвенков мурченов Байкала под названием «Сюбедине Онна Арсалан Бакшила» одна из его последних работ по переводу сказаний эвенков на якутский язык. Скажите, с какого времени вы начали переводить сказания эвенков на якутский язык? Это было давно. Когда мы создали свою ассоциацию, Анна Николаевна мне, как ответственному за эвенкийскую культуру, дала несколько песен и сказала: переведи на якутский язык, вот тебе маленький словарь Василевична. А там как раз было «Давейда», и вот это «Давейда» звучало так. Давай, 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 дая, давай, кстати, давай, дая, эхет капты, эвенникиткар, на напативун, амгачавун, наптавар, амганавар, давай, 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 далгат. И вот там теперешние венки прошлое забыли. Чтобы прошлое восстановить, вот надо, говорить, давай, да, вот запеть и спеть. Я же ведь свободно не говорю на эвенкийском. Ну, так, примерно около 50-100 слов, наверное, знаю с детства. Ну, вот икал, юкал, дявгакал и так далее. Вот потом все вот начал переводить именно в соответствии тексту, чтобы смысловая самая нагрузка и по-якутски было тоже как у эвенкийского языка. И таким образом очень много вот этих песен, хороводов перевел на якутском, и вот на этих переводах научился вот так говорить, одновременно петь и вот самое говорит по-эвенкийски. Вот там самая первая песня, которую я вот спел, это была песня, которую пела Дакалова Надежда Оранма и Темни и Кенинна, песня «Оленевода». Именно ее мелодика в ее исполнении как-то она именно сама к сердцу не лежала, и я вот немножко изменил вот это. Вот чтобы галай, 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 а яка на будучи, годейке нарачи, сабеджані качі, веники бібігім. Галай, галай, галай. А там мне совсем по-другому ведь поется. Но это, кстати, этот вариант, кстати. Когда это я запел, Борис Николаев говорит так: Ануфриевич, надо сделать эту песню гимном эвенков. Но, конечно, эвенки не только оленеводы, да, но и они очень много охотятся, рыбачат, это самое. Но, то есть более-менее вот это их деяние самое большое. И самое большее то, что вот когда мы делали вот это первые свои праздники, и там были очень много, конечно, мы это делали почти все на якутском, а вот постепенно все вот эти алгавки мы начали переводить и с вашей помощью, Нина Егоровна. И сейчас почти на всех наших праздниках вот эти они все говорят только по-эвенкийски. Это действительно хорошо. И самое главное, мы таким образом сейчас восстановили где-то около 26 разных обрядов, из которых вот 12 обрядов мы сделали именно такими обязательными. И при этом, когда мы делали обряд Чичипкаван, оказывается, это обряд, как пишет Галина Ивановна, это обряд шаманский. То есть обычный человек не должен осуществлять вот этот обряд. Но так как
Она сама дочь шамана была, Галина Ивановна. Анна Николаевна тоже говорила, что у нее есть родственники шаманы. А вот у меня сама она прапрадед по матери является именно великим шаманом, который в середине XIX века с двумя великими шаманами-эвенками, они бодали вот этого, как они сами говорят, быка, черной оспы, и таким образом вот Алдано-Майский улус никто из местных не заболел. Батурусский улус, там очень много было вот именно погибших из-за этого. Потом, это в 2002 году, дед Савей, когда был у нас на Бакалдыне, он говорит так: я, говорит, разрешаю вот вашей обрядовой группе совершать все те шаманские обряды. Вы, говорит, уже почти, говорит, стали как шаманы. С благословения Савея Вот началось только, с да? благословения Савея мы сейчас вот самое все вот это проводим. Потому что очень многие обряды действительно проводятся нашими шаманами и удаганками, чтобы удлинить нить нашей судьбы, чтобы мы жили дольше, жили богаче и жили как бы весело вот на этой средней земле. Скажите, а все-таки вы же именно переводами эпоса занялись какой-то момент? Это вот что, с чего это началось? В 1994 году было второе лордовское чтение, где Анна Николаевна говорит: Валентин, ты очень хорошо поешь вот якутский олонхо, и давай я тебе дам вот маленький отрывок, на 10 минут, вот чтобы ты спел вот этот отрывок. Вот На эвенкийском? На эвенкийском языке. Тогда она мне дала отрывок из Долинбуга Иркисмен, это Иркисма Средней Земли, и там сама она дала именно тот самый отрывок, который исполнил Николай Гермогенович. Вот Николай Гермогенович исполняет все это как-то вообще самое. Все слова выходят вот так, просто от души свободно льются. И все песни его, хотя я вот все 18 часов 40 минут звучания его исполнения вот Долинбуга Иркисмен, это все прослушал, но тогда мне это было очень трудно исполнить. И оказывается, исполнение это зависит еще от тональности каждого исполнения, вот каждого героя. И вот если ты сумеешь правильную тональность принять, то тогда у тебя, даже при всем том, что ты очень хорошо самое наизусть знаешь, у тебя не получится песни. У меня вот так и получился вот первый раз конфузно. Потом, конечно, уже на Бакалдыне 95-го года вот эту песню я все-таки исполнил. Тогда Анна Николаевна говорит: да, надо тебе исполнять побольше вот этих песен. Давайте мы сделаем так. Вот есть, говорит, из этого Долинбуга Иркисмен дянта самая песня третьего поколения. Вот герои третьего поколения. Там, говорит, уже, вот если он первое самое свое исполнение начал, говорит, вот исполнять, он говорит, еще, вот Николай Гермогенович, говорит, очень долго, говорит, не исполнял на эвенкийском, а все время, говорит, исполнял якутское лонхо. И вдруг, говорит, когда я приехала, чтобы исполнить, вот когда, говорит, начал вот это, там якутизмов, говорит, очень много. А вот с третьего раза, говорит, вот у него якутизмов почти нет.
вот это. Это после первый он 3 часа спел, второй тоже 3 часа, а вот третий он начал вот 7-й, 8-й, 9 часы, уже у него якутизмов уже не было. И тогда, когда это я уже начал исполнять, она говорит, надо, чтобы вот это, наши якутские слушатели, это они прочли, о чем ты поешь, и они, чтобы все вот это было так. Но для этого, говорит, я дам, говорит, тебе другое, это самое его исполнение, это Долинбуга Таргандунин, Таргандун Средней Земли. Вот эта книга, говорит, еще не вышла, и просто аннотации русские я, говорит, сделал, но еще, говорит, подготовил. Ну вот это тебе, говорит, будет полезно в том смысле, чтобы ты при переводе обучал свой родной язык. И вот как раз это я все время просиживал вот это с 2000 года, вот до 2009 года в библиотеке Пушкина все свое свободное время и переводил в течение 9 лет. Как раз там был большой словарь, это Василевич Глафиры Макарьевна. И вот за 9 лет, ну, она мне сказала так, я сперва переносил, но так как у Анны Николаевны вообще со временем было очень туго, у нее своя работа, да еще общественная работа по подготовке наших праздников и так далее, она говорит, давай, Валентин, ты все это сделаешь, у тебя вообще хорошо подвешен якутский язык, ты это все сделаешь. Я через 9 лет, это у меня получилось 152 тысячи строкин. Это вот такой и вот такой, это самая кипа бумаг. Вы 9 лет работали и перевели на якутский язык. А почему именно на якутский язык? Вот с какой целью? Очень много к тому времени исполнял якутское лонхо. И поэтому я хотел исполнить еще эвенкийское лонхо на якутском варианте с эвенкийскими мелодиями, что я исполнил на баргонском ысэхэ лонхо, это в Исалдане. И там я спел более 5 часов. Но вроде бы очень многие снимали, но я нигде не нашел ни записей по телевидению, ни записей по радио. И поэтому вот это, хотя все те, которые слушали более 5 часов, это в основном были олонхосуты и были именно тоюксуты из Сунтарского района. Они говорили, раньше, говорит, многие старики вот так же пели свои таюкины. Хотя на якутском, оказывается, это были эвенкийские мелодии. Как интересно. Валентин Горвилевич, а вот теперь давайте вернемся к нашему последнему переводу. Почему вы взяли именно этот эпос? Чем он заинтересовал? Он же, скажем так, не оленеводов, не охотников эпоса, а именно эвенков мурченов, которые занимаются разведением лошадей, занимались. Ну, к тому времени мурчены вообще-то вышли из Китая. Это исконная их территория, видимо, обитания была. Да. И там они вместе с монголами рядом жили, по Анону и так далее. И даже у Чингисхана почти многие главные эти военачальники, они были тоже тунгусы. И поэтому вот то, что вот с ними происходило, и то, что вот это сделало, и я знаю, что много раз наши эвенки завоевывали Китай, устанавливали свою власть, и
действительно они жили в городах и так далее, а вот тут описывается именно город. И при этом город из крепости трехслойного. Первая крепость у этого Джолодой-бегина, он целиком из больших лиственниц, специально поставленных вот вверх, те самые, которые вообще очень высокие были. Вторая стена, вот это, как он пишет, это 30 кочевок вот, длиной. Вторая стена целиком из камней, которые подогнаны друг к другу очень плотно, что даже вот стальное лезвие ножа вот туда не входит. А вот это было в 10 кочевок. Внутри первой и второй стеной там жили обычный народ, и их было более 2000 человек. Вот третья стена целиком из стальных листов. И это вот 3 кочевки самые. И вот так внутри находятся сами вот эти дома, орду самого Джолодай-бегина. И вот он так пишет. А пишет-то кто? Пишет именно вот немецкий ученый, который 1771 года по 1775 год исследовал именно быт около байкальских народов. Это не только тунгусов, там бурят и так далее, все это самое, кто жили около Байкала. И потом он в 1775 году вот переписал в 71-м, вот в 75 году он издал-то на немецком языке. Как назывался эпос? Это называется «Доладай, властелин гор» называется. А у нас Джоло – это таз, Джолодай – это большой камень. Вот так. Бегин – это мы знаем, что это владыка. И вот так самое она. А он жил вот окруженный высокими горами, и за этими горами находились другие народы и так далее. И они, конечно, имели свои отношения с ними, но до них было очень далеко. Это до Куладая было 3 года ехать, да. Потом то самое у другого противника было там 10 лет, еще дальше там тоже 10 лет. Это вот только полета орлана. Значит, они самые имели очень хорошие отношения и так далее. И слава вот этих красоты дочерей, самое оно достигло разных далеких мест, и очень многие вот захотели породниться именно с Доладай, властителем гор. В этом сказании, как и в любом другом сказании эвенков, есть и волшебство, есть и магия, есть, конечно, и кузнечное дело, есть и самое ремесло по как они делали свои стрелы и так далее. Все вот это есть. С Валентином Гаврильевичем всегда интересно беседовать. А каковы же его ближайшие планы? Хочу вот Долинбуга Иркисмендян, то самое, тоже 3-4 часа спеть к лету с Оломхо в Еринке. И я думаю, что у вас все получится. Пусть совети мне поможет.